Итак, могут ли вера и наука сосуществовать? Вот один из аргументов, который примиряет ислам и эволюцию. Для многих этот конфликт– источник постоянного напряжения в современном мире. Это факт. А что, если вся эта война — просто недопонимание? Теолог Мустафа Исламоглу предлагает взглянуть на это иначе. Он утверждает, этот спор пришел с Запада из истории их церкви и науки. То есть те исторические условия, что породили конфликт в христианстве, для ислама просто не актуальны. Это, по сути, законы Бога в действии. Постоянные, наблюдаемые процессы во Вселенной. И вот тут-то эволюция и предстает как метод творения Бога, как один из таких законов. А как же фраза «будь и оно есть»? Тут вся соль в арабском оригинале. Глагол там означает «процесс». Вот эта языковая тонкость все меняет. Творение — это не событие, а постоянный процесс становления. Коран как бы указывает пальцем на природу. Он не учебник, а скорее путеводитель по миру. Получается, чтобы понять творение, нужно читать книгу природы. Она и есть основной источник. А как же чудеса, нарушающие законы природы? Исламоглу считает это понятие заимствованным не из Корана. Вместо чуда Коран использует слово «аят», то есть знамение, и это явление внутри природы. То есть это не что-то сверхъестественное. Это обычные чудеса природы, которые служат знаками. Хорошо, а что насчет людей? Какое место в этом процессе занимают они? Здесь мы подходим к Адаму. Сначала была долгая биологическая история. Миллионы лет существовали разные виды гоминид. И тут важно различие. Башар — это биологическое существо, а инсан — это уже человек осознанный. Вот это вдыхание духа — это метафора. Она означает обретение сознания, разума и воли. И Адам в этой картине не первое существо, а первый инсан. Первый, кто получил моральную ответственность. То есть спор творения против эволюции — это просто ловушка. Она заставляет выбирать между верой и наукой. Ведь отрицать эволюцию, по этой логике, это как бы говорить Богу, как ему правильно творить. Эволюция — это не вопрос веры, это просто вопрос знания. Либо знаешь, либо нет. И такой взгляд позволяет науке и вере спокойно сосуществовать. Конфликт просто исчезает. А что если книга природы и книга Писания на самом деле рассказывают одну и ту же историю?